Первый заместитель. Лишний Степан Степанович здесь. Так, начнем, да, рассказывать? Да. Так, полигон эксплуатируется с 1958 года. Это не полигон, давайте сразу. Размещение отходов. А свалка. Да, свалка. У вас полигона нет. Вы его назвали полигоном и записали, что он полигон. Это не полигон, это свалка. Да, эта свалка эксплуатируется с 1968 года, да? Это единственный объект на центральной зоне, который включен в ГРО и имеет лицензию. Ну, то есть это единственный объект, который, ну, можно сказать, законно используется. Законно используется свалка. Да, законно используется свалка, она в решении суда включена в государственный реестр лечебных фондов. И имеется, ну, соответственно, То есть афера. ну, по решению суда так. Ну как, ну эколог вам может сказать, что такое полигон, что такое Согласен. свалка. Так, на сегодняшний день здесь накоплено больше 6 миллионов кубов отходов. А в настоящий момент разрабатывается проект рекультивации данного объекта. Проектирование началось с февраля этого года и запланировано до конца сентября 2000 года. В настоящий момент проект проходит в государственном техническом экспертизе. Площадь объекта составляет 32 га. Ну, соответственно, мы в 2021 году хотим попасть в национальный рейтинг рекультивации данного объекта. В 2021 году мы хотим Вы хотите что сделать? рекультивацию сделать. Нет, что городским округом. Что вы сделали сейчас? Подождите, что вы сделали, чтобы попасть? Вот я вчера встречал этого Путина, министра Кобылкина. Говорю, еду в Якутию, надо будет помочь Якутии. А вам помогать не надо, я понял, потому что у вас все решено. Нет, не решено. Мы в 2020 год не успели, потому что там по правилам мы должны были проект ставить до 1 апреля. Ну, как было сказано ранее, мы проектирование начали только в феврале этого года. Ну, то есть на 2020 год мы уже У вас с Минприроды есть какие-то договоренности? Соглашение подписано между городским округом С кем? Министерством охраны природы. С городским округом подписано. Нет. Минприроды России есть Игорь. Вы же поймите, я же приехал вас не контролировать, я приехал вам помочь. Поэтому, если контролировать, это один разговор, если помочь, другой разговор. Вопрос возникает, что мы должны говорить в открытую. Это через линию. Если сегодня есть у вас вопрос, то вы привезли меня, я вижу, полное дерьмо, обычное, так сказать, советское, российское дерьмо. Все. Есть узаконенное дерьмо под названием полигон. Полигона как такового нет. Понимаете? Что входит в состав рекультивации? Что входит? Вы полигон собираетесь строить? Да, собираемся. Это входит в состав? Нет, это отдельный проект будет сейчас. А где полигон будет? Сейчас проедем и покажем. То есть вы это закрываете? Да, это? все, вот этот проект закрываем. Рекультивация в чем заключается? Это? Ну, более Игорь подробно. Леонидович, уважаемый, я сейчас расскажу. Анна Семен Михайловна, Илларионович, нет. как раз проект рекультивации будет проходить экологическая экспертиза Роспроднадзора Российской Федерации, которая передала на региональном уровне. И сейчас достаточно вся работа сделанная, осталась некоторая часть заключений, и на днях уже передаем проект экологической экспертизы Роспроднадзора регионального уровня. По Роспроднадзор регионального уровня, да, или с Москвой Черчесоголовской. И что дальше? И по финансированию. Она в плановом национальном проекте «Чистая страна» уже стояла в 2020 году. 547 миллионов рублей со стороны федеральной бюджета. Но мы не выполняем два индикатора контроля, где обусловлено о том, что после открытия нового полигона только мы можем провести рекультивацию этого свалки, когда мы ее сделаем как полигон. И здесь будет совпокат. Ну, имеется в виду отсыпка
и биологическая рекультивация. Защитный Фотографии. экран. А? Защитный экран поверхности полигона. То есть у вас просто защитный экран. А, Вы не дренаж- будете свалочный газ собирать, не предусмотрено. На крайний север будет предусмотрена пассивная система дегазации. То есть Выход, ничего... да, выход 42 скважин. Отбор в условиях крайнего севера Ну. биогаза невозможен. Ну, да не совсем так. Ну, пока Я- нету у нас такого. Я вообще, знаете, откуда? Откуда? С крайнего севера. Да, и где он есть отбор Вон. биогаза? Я с Арктики. Наркоты. Ну, с Воркуты там объем отходов, наверное, больше все-таки. И Я понял. условия в Воркуте не такие, как у нас минус 55. Ага. То есть вы с географией в школе учились плохо. Ну, конечно, Тройка тройка, была. да, тройка. Понятно. Воркута, кстати, в Арктике находится. Но я знаю, что в Арктике. Да. Минус 50 это наша температура. Да. У нас не растет ни одного дерева. У нас тундра. Ну, я У знаю, вас, что там. у вас тут клубнику выращивают, а у нас ничего не растет. Поэтому, когда рассказывают мне в Якутии не один раз, что они северные очень, поэтому очистные не работают у вас все не работает, потому что работать не умеете, а не потому что у вас крайний север. Работать не умеете. Вот и весь разговор. Сказки рассказывать не надо. Это вас вот не душит всех. Поэтому сказки. Давайте говорить так. То есть у вас вот все, что здесь накоплено, вы засыпаете Да, послойно, защитно, да? да, Понятно. Или на этом заканчивается. Да? да. Почему? Ну, сам, вы Да, не да, будете. да, да. То есть у вас не предусмотрено ни сортировка, ни ничего. На этом полигоне нет. Нет, да? То есть вы его не перерабатываете, ничего. То есть у вас Ну, по проекту... по тех заданию, да, что он рекультивация подлежит, переработки не подлежит. То есть не рекультивация, а просто засыпаете послойно и сажаете семена. Так? Да. Понятно. Я понял. А это вот все строительные дела. Ну, это будет вывезено. Это здесь площадки зафиксированы лома цветного и черного металла. Древесные отходы необходимо перерабатывать шредером. Измельчение. Я Гольчишак Анна Ивановна, Нет, кто? руководитель проектной организации Какой? «Стройград» по рекультивации данного полигона. А вы в Якутске? Да, да, в городе Якутске. А что заключается в новом полигоне? Что вы делаете? А в новом вот Дмитрий Леонидович скажет. Он проектант нового полигона. По новому полигону? Можем поехать. Проверить. Можем проезжать, материалы здесь. А что там? Когда поедем? Поле. Поле увидел. А что ехать? Складирование будет. На данный момент тоже захоронение отходов. Вот полигон находится на 26-м километре. Вот наш полигон, 9-й километр. Вот полигон ТКО на 26-м километре. Это схема генерального плана. По техническому заданию у нас идет захоронение ТКО. И перспектива рассмотрена вопрос мусоросортировки. Сортировка. Сразу сортировка. Да, сразу сортировка, но это делается отдельным проектом. После запуска ТКО вопрос решается по сортировке. То есть мы заранее зарезервировали земельные участки, площади. Много способны сортировки. Пока мы сортировку не проектируем. Это чисто перспектива. Сейчас мы только проектируем ТКО. Ну хорошо. А вы считаете, что вам достаточно, что вы делаете полигон? На него все будете валить опять? Нет, ну мы здесь не считаем достаточно. У нас есть задание, есть Всё. сейчас от заказчика. Там Мы выполняем проект ТКО. сортировка будет делаться вторым этапом, да, мы проектирование в ближайшее время начнем. Сейчас Вы знаете ведь, что сегодня происходит в стране? У Да. нас нигде нет полигонов, есть сортировки. Очень много сортировок. То есть, а вы будете проектировать сортировку? Или у Пока, вас пока нет? еще неизвестно. будем проектировать, да, все будет.
Вы будете Да, проектировать? это вторым этапом, вот мы присмотрели там площадку, там То будет есть уже- пока техническое задание на сортировку не А кто вырабатывает? Решение еще пока не принято. администрация. Да. Кто вырабатывает? Администрация города с, Сколько вы считаете отходов будет? Так, у нас по территориальной схеме в год на данной территории образовывается 174 тонны отходов. Мы сейчас отрабатываем с оборудованием, да, потому что проект будем делать по конкретному оборудованию. 174 Тонны в год. год, да? Да. Тысяч тонн. Да, тысяч тонн при плотности. Вы 250. считаете, с какого расчета? Эти данные прописаны в утвержденной территориальной схеме обращения. А вы считаете, вы сами как заказчик, кто вы считаете? Ну, плюс-минус, да, там чуть-чуть сходится, но мусора будет чуть-чуть меньше Вы как по тонну. считаете? Как, А что вы мы берете за мы расчет? планируем, что где-то будет 150 тонн мощность в год, 1000 тонн. Как вы считаете? Ваша Мы- методика. Мы по фактическим данным, которые Фактически, принимаем да, на... это неправильно. У вас есть численность населения. Численность Сколько? населения, нормативы тогда получается Численность населения 174. какая будет собирать? Численность населения в городе 320 тысяч. 320 тысяч. 250 килограмм надо брать на человека. Ну да, подробно. В год. Да. 320 умножено на 50, вот и считайте. Я к чему веду разговор? Кто вообще будет писать записку? Кто будет со мной заниматься? Кто у вас это? Иди сюда. Если мы собрались просто так посмотреть твоего вкуса, то может мне надо было ехать со всеми блатными на столбы и получать удовольствие от столбов. Я приехал с вами работать, а не столбы. Мне надо знать, кто будет дальше, чтобы я мог выйти на министра природных ресурсов. Сегодня это все разговоры. Сегодня должно быть четко дано мне задача, что с медицинскими отходами, кто знает. Численность условий, это отдельно у нас. А? Отдельно у нас идет. Кто занимается этим? Метод Есть через- какая-то разработка по медицинским Ну, отходам? метод учреждения там сами заключают договора. Есть разработки у предпринимателя Петрова Евгения Николаевича. У него есть интерес к обезвреживанию медицинских У кого отходов. интерес? Петров, индивидуальный предприниматель, экопартнер. Ну, индивидуальный предприниматель, вопрос возникает. Кто сегодня со мной может говорить профессионально на этом уровне? Потому что сегодня есть различные способы. Но когда мы говорим о маленьком городе, скажем, Анадыре, то там поставили печку, 1200 градусов, сжигает все дерьмо, в атмосферу идет и так далее. Есть города, которые сегодня уже без сжигания, есть итальянский способ утилизации. Все это ставится рядом с полигоном, как правило, с полигоном. То есть сегодня у вас это еще находится в состоянии, Нет. понимаете? Ильич, давайте я коротко еще дополню немного здесь. Нам надо понимать, что на сегодняшний день вот этот новый полигон, вот у нас есть еще сомнения, дело новое вообще в целом для нас, и вообще по России в целом, именно по переработке, именно по сортировке. У нас проблема в транспортировке переработанного материала, то есть уже отработанного сырья, которое бы мы могли стекло, пластик и так далее. Нет, давай начнем У нас сначала. логистика не так. Это вторая часть разговора. Ну, она Это- основная получается Нет. по заданию. У меня просьба, чтобы я мог выйти на Кобылкина и говорить о перспективах, потому что сегодня, если мы будем говорить так, а вот, да вы поставьте, не мучайтесь. Если мы будем говорить на уровне, там, мы собираемся, пора к проекту, а вот чистая страна, мы можем потерять время. Поэтому очень важно, чтобы вы подготовили мне вашу позицию, не проект, а позицию. С моей точки зрения, вы должны подготовить вопрос. Первый, что вам нужна сортировка, что, может быть, я буду ставить вопрос, пустить ее через наш фонд, через ЖКХ, где я, где член совета и зам Степашина, как в других городах. В Воронеже мы поставили за счет фонда нашего ЖКХовского. Надо смотреть, за счет чего.
сортировкой необходимо уже заниматься ею. Надо поставить правильное количество мест. У нас сегодня ошибка, которая существует в стране, это количество мест рабочих считают неправильно. Вот посчитали там 12 мест. 6 с одной, 6 с другой. Количество отходов, вот такая свалка появляется перед сортировкой. Рабочие не в состоянии отсортировать все это дело. Поэтому 300 тысяч это большой город, и здесь должно быть не меньше 24 мест. 24 не меньше должно быть на сортировке, то есть по 12 с каждой стороны. Сегодня есть вопросы, которые можно вам посоветовать будет, где посмотреть действующие нормальные пункты сортировочные, которые работают нормально. Вы выезжали, смотрели? Вы выезжали на пункты сортировки, смотрели по России? Да, у нас есть опыт такой. Где вы были? Я в Саратове. Ну, есть более сегодня. Сегодня прекрасно есть. Надо посмотреть вам Белгород, надо посмотреть Вологду, надо посмотреть Краснодар. Прекрасно. Надо посмотреть по медицинским отходам, поехать посмотреть Новосибирск. То есть это очень важная тема. Медицинские отходы. Сегодня можем посмотреть Дубна, Московская область. Я потом смогу через зама мэра дать вам все координаты, на кого вы можете выйти. Но надо поставить эти вопросы. Полигон у вас очистные предусмотрены? Чьи? Проект собственный? Да. Потому что сегодня можно получить очистные прямо, их привезут вам в течение... Да, у нас комплектные поставки очистные дренажные системы. А откуда? Откуда у нас очистные? А? Вот с Волгограда, по-моему, завод. Волгограда? Да. Комплектные поставки очистные. А вы с кем там работаете? Не с этой самой? Не с Полиной? Так, не могу сказать. Чистый город. По-моему, да. А? По-моему. Точно не могу сказать. Ну мы сегодня позвоним, я узнаю. Просто мы сейчас в рамках стоимости проектов альтернативные даем, потому что мы не вправе конкретно производителя указывать. Мы даем альтернативные варианты и документацию уже сметно Меня разрабатываем. интересует ориентировочная стоимость, чтобы мы поставили этот вопрос. Ориентировочная стоимость порядка 60 миллионов. На что? Очистных. А полигон, Полигон где-то в районе 900. а сортировка. Сортировку мы не делаем. Ну вот вы должны все сложить вместе. Нет, вот у нас, смотрите, у нас по заданию, как вообще первый этап, да, мы разрабатываем проект Вы по ТКО. заданию, вы проектировщик. Да, мы проектировщики. Мы То есть разрабатываем ТКО. Вы же понимаете, что в данном случае вы просто исполнитель воли заказчика. Да. А заказчик должен сегодня доказать то, что необходимо. Да. Потому что вы завтра построите полигон и загадите его тут же. Потому что на него повезут все, что сюда повезут. В то время как сегодня должна быть сортировка построена параллельно и должно быть отсортировано то, о чем говорит мой друг и коллега. Вопрос возникает второй, который нужно логически. А куда деть стекло, а куда деть пластик, а куда деть бумагу и так далее. Ну, По сортировке пока технического задания по объемам не выработано. У нас сегодня, если сортировка, это значит, что это новое складирование. Понимаете, если мы сортировку делаем, значит мы должны куда-то перерабатывать ее. Пластик, стекло, я уже говорил, и так далее. На сегодняшний день вопрос открытый. Если мы будем ее складировать, то здесь на карте есть вот сортировочный угол. Покажите, пожалуйста. Вон на розовом показано. Да, это самостанция, То есть, это соответственно, мы должны площадка, будем здесь где- выкладывать. И у нас то же самое, что сейчас здесь. я же вам говорю, это вы не находится. должны допустить. Ну вот, сейчас как раз. Я же почему я говорю, что параллельно с полигоном, ведь на полигон идет хвосты. Да, Хвосты идут на полигон. Хвостов это примерно будет 80%, 85%. А вы сегодня, отставая с сортировкой, делаете 100% на полигон. А вы этого должны делать. Вы все-таки должны сделать 18, 15, 17% убрать Да. вот этого вот все, что здесь. Сортированного. Да, отсортировано. Вопрос возникает, насколько вы будете передовые.
когда вот я говорю, поедьте, посмотрите, сегодня делают уже, так сказать, на месте прямо трубы делают диаметром 150-200 миллиметров. Сразу делают трубы, тот, кто приходит к хозяинам. Сегодня масса вещей, плитка дорожная делается. Сегодня собирают батарейки, и из них вынимают медный купорос и добавляют в плитку и делают цветная плитка. То есть сегодня вам надо просто... Поэтому для меня важно, чтобы вы дали ваши потребности, по крайней мере, вы занимаетесь своим направлением, а я параллельно напишу письма о том, что я вижу, так сказать, бардак якутский, который надо ликвидировать с помощью, которой они не ликвидируют самостоятельно. Мы подготовим предложение свои отдельно, вот это вы сейчас сказали, Да. и вынесем на палату через ваш совет. Ну, не важно, да, то ли сам ты Я принес, сам то приеду. ли всем вместе. Мне главное, чтобы, вот я говорю, вчера с Кобылкиным я говорил, вопрос об этом. У вас нет возражений? А? Нет, вы сказали. Она восприняла меня плохо. Почему? Я попер. Неожиданно на женщину. Но ничего. Что, да? Ничего. Это Нет, всё просто рабочие знаете моменты, как, это всё правильно. я вижу этих сотни свалок, и всю жизнь сам занимался свалками, и поэтому, когда мне рассказывают, там, что это нельзя, ну, у вас тоже все можно. Использовать где? По крайней мере, якут. Ну, биогаз где его использовать? Не, ну, вопросов конечно, у нас очень много решать. Нет, я вас понимаю, что вы сегодня засыпете все и закончите. Но, говоря о новом, надо понимать, надо построить правильно те сооружения, которые вы применяете. Какие? Сегодня можно привести моноблочные. Да, в эффективности заложено. Да. Но они, правда, не волгоградские, а это австрийские сооружения по полигону. Но мы старались отечественно прокладывать. Это правильно. Потому что у нас же сметная стоимость популяризация, вопрос первым делом, если есть аналог отечественного, правильно должны применить отечественное оборудование. Да, сегодня, к сожалению, наши отечественные дороже стоят, чем импортные, к сожалению. Согласен. Даже по этим материалам мы принимаем бетонит, а есть и шведские разработки, немецкие, бетомат. Вы Да. про пленку? Да. Да. Я передал материалы сейчас ФСБ России, Федеральную прокуратуру, на пленку, которая делает в России. Бандиты делают. Вот я передал все это в Федеральную прокуратуру и руководителю ФСБ России. 70 баллов 100 приложения дал. Почему это афера? И какая пленка? Как она рвется, как она не клеится, ее качество и так далее. Поэтому, но она разная есть. Ну что, здесь все ясно. Тогда, Игорь Ильич, не едем на 26 километров, понятно, Меня да? не То есть, интересует, а 4 у вас не давит, а что-то, что... Нет, почему вы имеете в виду, какие все наши городские канализационные жидкие бытовые отходы? Да. Все работает, отрабатывается. Оно работает плохо у вас. Если говорить об этом, да, здесь тоже будут 400 километров. Не, я говорю Нет, про здесь локальное здесь свои. действующие 4 сооружения. Дмитрий, разве у нас плохо работает 400 километров? Министр Петухов отлично работает, у нас и анализы положительные, качество. У нас фильтрация воды новая пошла. Не, ну мы можем посмотреть. В Ну, прошлый мы- раз, мы когда я проверяем. посмотрел, то у вас биология была, ну, если она сейчас другая, можно пойти посмотреть. Вы дайте команду. Почтим сооружение, если Если время Игорь будет. Леонидович дает команду, мы Вопросов нет. Дайте команду, мне микроскоп. Мне не надо видеть на площадке, микроскоп. Вам нужны анализы. Я анализы сам делаю, мне нужен микроскоп. Мне ничего не нужно. Анализы я вижу, аферы, которые пишутся. Потом я смотрю микроскоп и говорю, вы врете, товарищи. Сейчас это произошло в городе Пенза. Микроскоп и все. Съездим. Но будет время, Игорь Ильич. В прошлый раз я увидел микроорганизмы, освободительные, подвижности нет. Я все-таки академик,
открытый член Академии наук по этому направлению, а не Ливан. Игорь Леонидович, ваше желание, наши возможности. Ваши возможности... Микроскоп так микроскоп. Мы сейчас позвоним директору. Он сейчас в этом видео. Мы На сессии по сидим. времени у нас плотный сейчас график такой. Сейчас Да у вас никакого графика, у вас обед. Почему? Да. Не, сейчас до этого времени очень много А объектов. мне обед не нужен. Не, мы сейчас едем на объект аварийный флаг. Я расскажу вам, 2 минуты потрачу. Волгоград, на который ссылается. Приезжаю на очистные. Очистные, вижу, работают плохо. Я говорю, где микроскоп? У нас нет микроскопа. А как мы работаем? Ну вот, там, мы отводим анализы. Я говорю, хорошо. А вам там сопровождает министр, все как у вас. Я говорю, давайте я вернусь. Через сколько можно вернуться? Они говорят, ну через 4 часа. Ладно, поехали в Волгоград, по делам, пора. Там на мемориал поехали, на мать Родина. Приезжаем на часы. Стоит микроскоп. Стоит бутылочка. Дают пробу. Я смотрю. Нормально. Вода вроде нормальная. Но вижу, как очистные работают. Я понимаю, что. Я говорю, у меня есть сомнения. Принесите мне прямо сейчас воду. Так вот же есть вода. Снова откладываю стеклышко. Я снова смотрю. Говорю, я вижу тут. Что же происходит? Они приносят воду. Вода нулевая. 0. Биологии нет. Биоциноза нет. 0. Эти ребята вместе с микроскопом привезли воду с очистных сооружений города. С того берега. И поставили в эту бутылку. А эти очистные, которые находятся, на которые мы приехали, они не работают. И такое мы встречаем часто. Знаешь, на Камчатку приехали, меня ведут почти. Я говорю, пошли в лабораторию, я посмотрю. Да идемте, вам сейчас покажем. Приходим, обрыв, зима, лежат симачети морские по 400 килограмм, рычаг. Видите, говорю? Пускай. Вот они, видите, они ж только на чистую воду выходят. Я говорю, они вышли не на воду чистую, они вышли на растаявший лед. И вылезли на скалы. Пошли в лабораторию. Что в лабораторию? А чистые не работают. За лабораторию, я знаю, я военс работает. Но я вам скажу правду. Я говорю, у вас воздуха нет, того нет. Ну, я говорю, обман. Ну, от меня военс работает, пускай. Это вот чистый пример. Но я вам скажу правду. У нас не работает давно воздуходувки, у нас действительно нет воздуха, у нас я сигнализировала. А в журнале написаны все микроорганизмы. Вортицеллы, оперкулярии, ну все написано. Сложнейшие микроорганизмы. Не амебы, не коловратки. Поэтому у вас я был, видел у вас проблемы. Давай посмотрим еще раз. Может, все у вас отлично. Как эта девочка. И там все такие же микроорганизмы. Мы за собой возьмем. Да. Как у нас рабочий день сегодня. Глаза в вортицелле, как у тебя глаза, это ресничный аппарат. Если ресничный аппарат у вортицеллы работает, значит, очистные у вас работают. Сегодня мы все это увидим. Хорошо. Тогда Едем 17 квартал, да. вы 17-й квартал, потом микрорайон Северный, и потом водоканал. Север нет, давайте сейчас походу по северному, это у нас длинная история. Северный самый Это, серьезный. да, это серьезно. Это больше всего жалоб у меня по северному. И мы Но вы же туда поедете? Или нет? Куда? Северный район. Ну, конечно, я же говорю, у меня жалоба такая. Давай торопиться не будем, мы сейчас у нас по графику, мы сейчас северный, это все-таки за город ехать и так далее. Мы сейчас, самое главное, это 17-й квартал, после этого мы примем решение. Мы примем решение. В Не, любое- вы мне скажите точно, чтобы мы микроскоп приготовили, чистую воду подвели. Не, мы оттуда возьмем, прямо. Хитрый якут. Старого еврея. Не надо. Водочистные нам евреи как раз и подстроили. Евреи? И нормальная вода? Считаем, что очень нормальная вода. Я знаешь как? Я в Грозный приехал, в Грозный, а часы не работают.
Я на них начинаю орать, а честные не работают. Они без понятия, чеченцы. Как это? Я говорю, у вас документация есть? Но я молчу, что я знаю это все. Они говорят, документацию, ну сейчас там, нашли, приносят чертежи. Написано, 63-й год. Главный инженер проекта, Бектор Игорь Валерьевич, их отчислил, Грозный, я их проектировал. Они в шоке. Я говорю, вы когда документацию вы смотрели, а я главный инженер проекта. Я им все рассказал. Ребята, что нужно, как нужно. Ну, ребята не подготовлены. Через 3 месяца приезжает чеченец. Игорь Ильич, приедьте, очистные работают. Росприроднадзор посмотрел. Все заработало. Они просто не умеют. Их надо уметь налаживать. Их надо уметь правильно давать дозировки. Поэтому Если сейчас они документы вам покажут, уверен, что вы найдете знакомую фамилию. там Да, документы. документы. Чью фамилию? Не знаю. Не надо мне. Кто разрабатывал? Едем. Тогда во сколько мы там?